Даже фольклор индейцев близок к тюркскому фольклору. Выпуск 8 из книги Абрара Каримуллина «Прототюрки и индейцы Америки». Снова вернемся к вопросам языка. Среди языковедов-индоевропейцев существует мнение, что даже при обычной мирной жизни народа, не подвергшегося каким-либо невзгодам или природным катаклизмам, вызвавшим коренные изменения, в условиях, когда он проживает почти без контактов с другими народами, из его языка в течение одного столетия выпадает около 15% прежнего лексического состава и заменяется новыми словами, что будто бы через 2000 лет от коренных слов в языках практически не остается ни одного прежнего слова, или же они изменяются до неузнаваемости. Вспомним, что если переселение в Америку его коренных обитателей произошло хотя бы около 10 тысяч лет тому назад, там уже через 1-2 тысячелетия в языке индейцев не должно было остаться ни одного слова, принесенного ими со Старого Света. Предки индейцев, покинув Старый Свет, десятки тысяч лет жили изолированно от Азии, Европы, Африки. Если не считать отдельные возможности просачивания иноплеменников в последующие десятилетия из этих материков, которые даже при этих случаях не могли привести к изменению сути языка индейцев или же замене их языка. Можно утверждать, что язык индейцев Америки развивался своей родной, совсем другой в сравнении со Старым Светом стихии, под влиянием иных природных, климатических, географических условий, и они не знали многих общественных формаций развития, пройденные народами Старого Света. Все эти многие тысячелетия носители алтайских, тюркских и индоевропейских языков жили в иных природных условиях, вели отличный от индейцев образ жизни, в теснейшем общении с соседними народами, в больших регионах Европы, Африки, Азии. Все это не могло не привести к огромным изменениям не только в их словарном составе, но и в изменении области фонетики, грамматических форм. До открытия Америки, до и после ее открытия не могло быть контактов между языками индейцев Америки и тюркскими языками. Вот когда представишь все это, даже нахождение 5-6 слов в языке индейцев, близких или тождественных с тюркскими языками, должно было показаться удивительным фактом, как гром среди ясного неба. Как мы уже видели, таких слов сотни. Кроме того, очень много тождеств и в фонетике, и грамматике. Тут надо сказать, что система ударений также тождественна как в указанных индейских языках, так и в тюркских. Ударения падают на последний слог. Так же, кстати, как во французском языке. Конечно, в разных неродственных языках можно встретить отдельные слова, произносимые одинаково, но, как правило, они по смысловому значению будут определять разные понятия. Вряд ли можно найти среди неродственных слов 5-6 слов, которые как по фонетике, произношению и по семантике были бы тождественными. Здесь мы заранее исключаем звукоподражательные слова, которые встречаются и между неродственными языками. В разных языках даже звукоподражательные слова в определенной мере отличаются, что связано со свойством речи разнородных языков. Так, чихание, казалось, явление физиологически одинаковое для природы человека, и то имеет различную звуковую окраску, фонетическое различие. Русский «апшхи», татарский «апсчех», английский «ачу», немецкий «хатши», французский «ачуэн». По наблюдениям доцента Казанского университета Бакеевой, занимающейся сравнительным изучением английского и татарского языка, сходные по фонетике в этих языках имеется всего 6 слов, хотя многие исследователи находят их гораздо больше. Ну, давайте посмотрим, что она там нашла. На английском языке и на татарском. Приведем таблицу. На татарском языке дан – слава, гиль – цветы, тал – ива, тым – кожа, тар – узкий и баби – ребенок. Из этих слов только одно слово схоже по фонетике и смыслу в обоих языках. Это baby. Да и при этом, или baby по-татарски, да и при этом в английском слове baby имеется ударение в первом слоге, а в татарском baby во втором слоге.
Несмотря на то, что русские татары испокон веков живут в теснейших контактах, вряд ли удастся найти одно-два слова между этими языками, которые были бы сходны или тождественны как произношению, включая ударение, так и по смыслу. В скобках заметим, что Рафис Салимжанов гораздо больше таких слов нашел. Ну, ладно, не будем отвлекаться. Конечно, исключая русские заимствования из татарского и наоборот, а также общие зависимости и из других языков, и звукоподражательных слов и слов, подвергшихся народной этимологии. Проверить это посильно всем читателям этих строк стоит лишь взять в руки русско-татарский или татарско-русский словарь. Попробуйте. Конечно, для этого пункта нужна и определенная филологическая подготовленность, ибо есть заимствования такие, у которых не так-то легко обнаружить их основу, которые можно признать как самостоятельные параллели. Например, кочевать от татарского кучину, кучу, в смысле переезжать, лошадь от татарского алаша, мерин, чалы, кауры, тьма и тому подобное. В наше время считается признанным, что индоевропейское генеалогическое дерево языков включает в себя, казалось бы, совсем отличные друг от друга языки: итальянскую и балтийскую, кельтскую и романскую, славянскую и индоевропейскую, тахарскую и хето-лувийскую ветви, в каждой из которых еще до десятка языков. Для доказательства генетического родства этих языков часто приводят древнее индоевропейское слово «пять» – «пенкве», которое в латыни звучит «квинке», в древнегреческом «пенте», в санскрите «панча», в хинди «панч», в русском «пять» и так далее. Не могу удержаться сказать о «пять» и на татарском языке – «биш», в котором есть что-то близкое с этим «панч». А вот число 50 в татарском образовании не из 5, 50 «илле», как в русском языке 5 плюс 10. Не специалисту покажется неубедительным, что русский, хетский, армянский, прусский, литовский, латинский, английский, албанский, курдский, таджикский, ирландский и другие языки имеют одно общее происхождение – относятся все к индоевропейским языкам. Между многими этими языками различия настолько велики, что даже вызывает сомнение у ряда языковедов об их родстве в прошлом. Так, фонетика, морфология, синтаксис русского и английского и немецкого отличаются друг от друга, как небо от земли, а также у многих языков этого древа. Благодаря исследованиям тысячи и тысячи ученых-языковедов десяток стран в течение нескольких сотен лет удалось установить, что эти языки происходят от одного общего праязыка, являются генетически родственными. Как уже отметили, между отдельными этими языками различия так велики на всех уровнях, тогда как между отдельными индейскими и тюркскими языками, кажется, нет таких различий. Очень много сходного и тождественного и в грамматических, морфологических формах, да и в строе языка, интонации, ударениях, лексике и так далее. Как уже отметили, в сравнительном изучении индейских языков с тюркскими практически делаются лишь первые робкие шаги в этой области. Это еще первые капли в океане будущих исследований. Но даже в этой капле ясно видно наличие такого сходства, тождества между ними, как нам кажется, не является случайностью. Все, кто занимается этногенезом индейцев Америки, а таких работ немало, ограничиваются изучением этого вопроса лишь в антропологическом плане. Мне не встретилась ни одна работа по этногенезу индейцев, в которых привлекались бы лингвистическая археология, без которых обычно трудно правильно решить вопрос этногенеза народа. Видимо, уместно отметить, что все, кто пишет о песнях индейцев, отмечают, что их музыка по своей мелодии представляет пентатонику, что является характерной особенностью музыки ряда тюркских народов, в том числе и татарской народной музыки, и ряда других народов Азии, монголов, китайцев, японцев, корейцев и других. Языки последних стоят далеко от тюркских. Пентатоничность народной музыки этих нетюркских народов можно понять, если вспомним, что в прошлом они жили в тесном контакте с тюркскими народами. В этногенезе некоторых их тюрки сыграли не последнее место. И тем, что японский, корейский, монгольский языки входят в алтайскую семейство языков, видимо, и пентатонику музыки индейцев Америки можно объяснить, исходя именно из их генетического родства с урало-алтайскими языками.
В этом вопросе может быть произведено и сравнительное изучение фольклора, обычаев индейцев Америки с тюркскими. В этом свете хочется сослаться на работу Марии Эстман, которая жила 7 лет среди индейцев Сиу и выпустила записанный от них сборник их легенд. В ее сборнике мое внимание привлекла одна легенда о сотворении Земли, которая не только в типологическом плане, но и в смысле образов и сюжета очень близка с легендой качинских татар, записанной Катановым в конце прошлого века, то есть 19 века получается. Это легенда о том, как птица-бог создала Землю. Для этого она нырнула в океан и оттуда в своем клюве подняла кусок земли, из которого затем выросла земля. Интересно, что эта легенда широко распространилась среди индейцев Америки, среди племен, живущих в океане, среди народов Азии, чего не знает фольклор народов Европы и Африки. Кроме того, в литературе имеются работы, в которых говорится о близких формах быта обычаев индейцев Америки с таковым у киргизов, тувинцев и якутов. Сравнительное изучение отдельных индейских языков с тюркскими, а также с другими языками Старого Света обещает многое, как для истории самих индейцев, так и для истории народов других частей света. Прежде всего, исследование в этой области поможет решению вопроса об урало-алтайском семействе языков, являющегося предметом дискуссии уже более 2 веков. Исследование в этой области откроет возможность и для выяснения, уточнения ряда спорных вопросов: история заселения Америки, этногенеза, классификации индейцев Америки, возможно, и история миграции народов, заселения островов Океании.